Если говорить о времени конца XVI века, то, конечно же, здесь у нас, к счастью, да, есть довольно точный источник. Песцовая книга Борисова и Кикина 1565-66 годов, когда подробнейшим образом, буквально поаршинно, да, прошли эти песцы по городу, в том числе по Кремлю. Его реконструкцию вы видите благодаря Николаю Филипповичу Калинину. И, соответственно, мы знаем, что собой представляет город на тот период. Он отстроен довольно быстро после завоевания Казани. Конечно же, основные стены Кремля татарского так и остались, но их заменили на известняковые, да, каменные стены благодаря Ивану Ширяеву и барону Постнику, Яковлеву Постнику. И дело в том, что он, конечно же, был главным мастером. Ширяев был как бы командующий над каменщиками, и вот им за очень короткий срок приходится возводить крепость, и не просто возводить, но еще ее удлинять. Она удлинилась немного, да, примерно на четверть по длине в сторону нынешней Спасской башни, для того, чтобы там удалось разместить в сжатые сроки в тесно застроенном ранее Кремле пространство новой веры и новой власти. Да, воеводский двор справа после входа в Спасскую башню, тогда еще Царская башня, а слева как раз Спасо-Преображенский монастырь, подворье Троицы-Сергиева монастыря и находящуюся между ними церковь Киприана и Устины. Это был такой вот довольно крупный религиозный центр. При этом был кафедральный собор главный, да, собор Благовещенский, поставленный чуть дальше, уже заложенный Иваном IV на месте площади у соборной мечети, во главе которой стоял Кул-Шариф до завоевания Казани. И все остальное пространство постепенно вот к 1565 году, разбирая завалы ханского Кремля, было занято очень разнообразным людом. И это, конечно, удивительно, что рядом с архиерейским домом могли жить портные, сапожники, даже дворники, да, то есть пока Кремль не был таким вот, как бы это сказать, да, местом, где могли селиться только определенные категории населения. Это вот конец XVI века, да, продолжает оставаться в таком виде у нас Кремль. Башни у нас здесь примерно так же, как и ранее в ханском Кремле, в тех же местах остаются проездными, только вот, как я уже сказала, да, бывшая ханская или царская, как ее называли в русских источниках, башня передвинулась в сторону караван-сарая или гостиного двора, как мы это говорили, да, и, соответственно, сохранила тоже название, но вскоре начинает называться Спасской. Если мы будем смотреть сейчас, да, вот к вам, не всем ориентир, да, иногда понятен, когда мы видим вот с этой проекции на Кремль, на Спасскую башню мы смотрим с вами, если ориентируемся, да, от вас слева, чуть ниже, да, вот ров вы видите и вход, значит, в Кремль, вот это место Спасской башни. Если идти дальше по левой стороне, то следующая башня у нас нынешняя Преображенская, тогда еще продолжает оставаться Тюменской, ее называют, да, но постепенно уже меняется на Преображенскую. Это вторая проездная башня. Раньше она была угловой в ханском Кремле, теперь, естественно, она уже по центру стены, которая здесь идет довольно ровно, а потом уже начинает сужаться Кремль, повторяя рельеф холма. И следующая проездная башня у нас башня, тогда еще называющаяся Нур-Али, потом в русской транскрипции стали переименовывать в Мур-Алиеву, да, и, соответственно, теперь мы ее чаще всего называем Тайницкой, потому что по преданию именно оттуда шел тайный ход к ключу подземному, да, подземному колодцу, после взрыва которого положение осажденных в ханском Кремле значительно ухудшилось, да, и это тоже, так сказать, стало одним из факторов завоевания Казани. Следующая башня у нас была Никольская, тоже какой-то период она была проездной, но потом была закрыта на проезд.
И следующая у нас Елбугина башня. Это теперь вот справа от вас самая угловая башня, не от которой отходит вот этот деревянный у нас фасад, да, а вот именно вот та самая Елбугина башня на берегу реки Казанки. Естественно, она так называется именно из-за направления на Елабугу. И следующая уже башня будет проездная, да, то, что у нас мы называем Дмитровской башней. Ближе сюда, вы видите, да, вниз уходящие, чуть ближе, значит, уже вот к этой деревянной, значит, стене посада. Вот так у нас располагаются башни самого Кремля. Нужно сказать, что посад, вы видите, да, он был уже отходящим не только от одной из башен, которую называли Сбайливой, но и от Тайницкой башни. Но там, конечно же, у нас заливная часть, и, конечно же, это было довольно сложно поддерживать все эти укрепления. Очень часто они смывались. По составу населения вы здесь видите, конечно же, к концу 17 века динамика улучшилась, да, большее количество населения жило, но в любом случае это все равно был один из крупнейших городов в России. В десятку крупнейших входил, население 10-12 тысяч. Это вот один из крупнейших городов России в тот период, да, то есть был очень крупная Москва, и остальные города наравне с, например, Ярославль, Кострома и так далее, да, это вот были в районе 10-12 тысяч. И, конечно же, вот такое быстрое восстановление города, но при этом и большой гарнизон, да, все это обеспечивалось тем, что восстановился очень быстро восточный торговый путь. У нас, к сожалению, очень мало источников, связано это с тем, что такой отдаленный, да, многоязычный, многоконфессиональный регион, который вошел в состав московского государства, он, конечно же, не мог управляться так же, как управлялись другие территории в составе московского государства. Там дело обстояло довольно просто. По отраслевым, да, сферам ведения отдельные учреждения, приказы, да, занимались вопросами, касающимися именно только отдельных приказов. Разрядные назначали на должности, монастырские ведали монастырями, значит, поместный приказ ведал помещичьим землевладением и так далее. Значит, при этом, как я уже сказала, если бы точно так же бы это распространилось управление на территорию Казани, то, конечно же, и на весь регион, да, то во всех этих приказах нужно было бы держать огромный штат толмачей, который, конечно же, был недоступен в Москве. И вот поэтому вводит такой приказ Казанского дворца, и, к сожалению, когда его архив сгорел в 1703 году, огромный блок источников, да, просто гигантское количество источников исчезло, и мы теперь только вот буквально по крупицам, да, фрагментарно находим эти источники, работа продолжается, и это, конечно, очень сложная задача, да, буквально вот восстанавливать по отдельным источникам. И вот, конечно же, вот по этим источникам нам известно, да, как хивинские, значит, персидские купцы в это время уже пишут о том, что, значит, им дали бы право на провоз тех или иных товаров, о том, чтобы отсюда им разрешили увозить товары. То есть в это время восточный наш торговый путь быстро восстанавливается. Здесь напоминаю, да, что и появление Казани связано с тем, что она находится в очень удобном месте, а именно на повороте Волги, и сначала, появившись как дозорная крепость, да, она позволяла за счет этого поворота видеть хорошо русло Волги и вверх по течению, вниз по течению, да, контролировать этот поворот. Но самое важное, что этот поворот, замедляя реку, замедляя воды реки, позволял всегда держаться здесь довольно большой гавани, довольно большому такому пространству, где могли весной совершенно спокойно, да, а потом так сказать, чуть сложнее, но все равно поворачиваться довольно крупные морские суда, которые приходили с низовьев Волги, из Каспийского моря. И вот этот, конечно же, поворот, он и предопределил то, что здесь всегда была очень важна торговля. Здесь разгружались весной большие корабли
разгружались не в Казани, от Казани это устье, да, и этот поворот Волги был в 7 верстах, на острове, который тогда назывался Гостиный остров, не случайно, потому что фактически, да, там распоряжались купцы, которые имели право вести внешнюю торговлю, их называют гости, поэтому так и назывался остров. И вот около этого, на этом острове они, значит, разгружались на более мелкие суда. Эти товары на мелких судах приплывали по Казанке в устье Булака. Булак у нас соединялся с Казанкой, и там у нас под Кремлем была сезонная ярмарка, которая продолжала называться также Таш-Аяк очень долгое время, Каменная нога, по легенде, потому что в центре стояла плита со следом доисторического человека. Вот она была универсальной меркой для торга, рядом с ней ставили еще казан, куда собирали, это в ханское время, да, потом, естественно, уже воеводы сами собирали, да, как это было нужно, пошлины торговые, вот об их урегулировании, как я уже сказала, да, несколько источников сохранилось. Итак, вот у нас город живет этим, и, соответственно, он строго разделен на две части. Основная часть, бывшая главная центральная часть, да, не заливаемая, значит, защищенная деревянным острогом, она предназначена для русскоязычной части. Татарская слобода у нас находится за Кабаном. Сначала были выселены за пределы Булака, там, где была Кураишева слобода. Но, к сожалению, это было место, которое заливалось, было неудобно там жить, поэтому ушли чуть подальше и на более высокий берег Кабана. Вот там у нас жили в Татарской слободе, но только лишь в зимнее время года. Да, летом предпочитали жить со своими родственниками в деревнях татарских. Для татарского населения всего, да, бывшего Казанского ханства было введено новое сословие, ясачные люди, и, соответственно, потом это наименование будет переноситься на всех коренных народов, значит, дальше по мере продвижения российского государства на восток. Ну и вот мы видим с вами, как у нас город будет расширяться, если мелкий пунктир, да, у нас ограничивает самую небольшую территорию, чуть дальше в 17 веке у нас уже город перейдет через Булак и будет расширяться. Не случайно у нас значительная часть будет ямских охотников, те, которые будут поддерживать коммуникацию, да, транспортную от Москвы до Казани, и от Казани, конечно же, и либо на юг, либо на восток. В этом смысле казанские воеводы оставались главными ретрансляторами, скажем так, да, политики правительства на гигантский регион. В этом смысле постоянно им придавалось такое значение, в наказах постоянно об этом пишут. Ну и, собственно, уже к теме, да, такая вводная часть небольшая затянулась, да, но вот переходим к теме именно Казани в смутное время. И здесь нужно сказать, что, конечно, не с 1606 года надо начинать, немножечко пораньше. И так вот случилось, что причинами, да, смутного времени был целый комплекс, да, таких сложных процессов, и здесь очень важную роль играл, и, конечно же, играл духовный кризис православного населения. Дело в том, что в тот период, когда прервалась династия Рюриковичей, для русских людей православных то, что Божьи помазанники закончились на русской земле, это, конечно же, была трагедия, да, для православных людей. То, что присутствует Божий помазанник, то, что у нас есть человек, который будет на страшном суде предстоять перед Всевышним, да, за всю русскую землю, да, за всех православных. Вот то, что эта династия прерывается, конечно же, показатель того, что это такая Божья кара, да, что обязательно после этого начнутся самые страшные события, самые, так сказать, ужасающие библейские казни.
очень часто их сравнивали с египетскими казнями, да, и вот, конечно же, не случайно, да, поэтому у нас в смутное время так будет развит вот такой вот феномен самозванчества, да, что несколько самозванцев будут объявлять себя и не только чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Вот мы видим с вами, да, то есть я специально держу подольше, если кто-то хочет внимательно прочитать, да, вникнуть, даже и сыновей якобы, да, Федора Ивановича чудесно, так сказать, выживших, да, и так далее. Ну и не только, да, то есть там будут интересные, да, так сказать, такие самозванцы, вот, и причем в их рядах будут и вот бывшие монахи, как Григорий Отрепьев, да, или же там, так сказать, яранский дьячок Павлик, например, да, то есть тоже будет такой этап интересный, да, то есть вообще какая-то вот такая удивительная будет страница в истории. Но, как я уже сказала, это все связано с тем, что надежда на восстановление династии Божьих помазанников, да, что вот необходимо было найти, да, вот это свидетельство, что Божья кара на русскую землю не пала, что это все, так сказать, будет преодолимо только лишь если будет найден кто-то по крови близкий, значит, к династии Рюриковичей. Ну что, конечно же, Годуновы в этом смысле, да, не подходили, скажем так, все прекрасно знали, что Годуновы у нас потомок дворян и выбился в люди, в дворяне еще только, так сказать, век назад. И несмотря на это, все-таки вот когда такой вот самозванец появляется, как якобы сын Федора Ивановича, да, последнего представителя династии Рюриковичей, сын Ивана IV, он одновременно является, собственно, и принадлежащим к роду Годуновых, потому что у Федора Ивановича жена была как раз сестрой Бориса Годунова, да, Ирина. Вот. И даже будет, и у нас есть такой источник один, да, в Казани хранится, но как бы не совсем к Казани имеющий отношение, связан с Толстыми, да, с одним из предков. Вот, когда еще до того, как Бориса Годунова возведут на царство, буквально вот в те несколько месяцев, пока после смерти Федора Ивановича собирались земские соборы, и Федор Иванович, значит, якобы наследство, да, его обсуждалось, сторонники Бориса Годунова избирали его на царство, вот за этот период успели написать грамоту от имени царицы Ирины, да, то есть как бы в этом смысле еще царица Ирина тоже была как бы действующим монархом, да, но на самом деле, естественно, никто ее не венчал на царство именно как самостоятельную правительницу, да, но вот это все равно тоже присутствует. Итак, как я уже сказала, да, то есть вот такой духовный кризис. И Борис Годунов это понимает, и тех, кто близок к династии Рюриковичей по женской линии чаще всего, да, потому что мужских наследников прямых не осталось, он довольно жестко преследует. Да. В это время у нас это произойдет и с Романовыми, Федор отцом, да, так сказать, будущего царя Михаила Федоровича Романова, вот, тоже вот так вот Борис Годунов довольно жестко поступает, его насильно постригают в монахи вместе с его женой, и, соответственно, вот поэтому у нас потом и будет такой удивительный феномен, да, что сын на престоле, а отец его патриарх. При этом первый раз его патриархом изберут, опять же, при правительстве Лжедмитрия II, да, то есть это, конечно, нонсенс невероятный, да, как у самозванца, став патриархом, потом он станет патриархом и для всего государства. Также поступает с Сабуровыми, довольно близкими также по женской линии. Вот Сабуровых как раз ссылают в наш регион, в Свияжск, да, то есть вот такая история. И вот таким образом у нас в регионе есть те люди, которые хорошо знают, что там у нас происходит при дворе, да, московском, какие там расклады, силы. И вот не случайно именно из дворовых людей свияжского служилого человека потом и появится вот этот самозванец, который объявит себя царевичем Петром. Понятное дело, да, что
Параллельно, да, с вот этим духовным кризисом очень серьезные проблемы были вызваны и вот противостоянием боярства-дворянства, конечно же, ситуацией с казачеством, которое недовольно тем, что, так сказать, все более становится тягловым. И самый, конечно же, да, острый вопрос – это усиление крепостничества. Как раз вот до 1596 года, когда у нас еще не было указа об урочных летах, крестьяне бежали, да, от крепостничества в Юрьев день на Дон, да, и там было правило, да, с Дону выдачи нет. А тут у нас все, да, урочные годы, может помещик в этот урочный год приехать на Дон, забрать своего крепостного, да, наказать как может и вернуть к себе. Понятное дело, что это вызывало вот такое недовольство. Да? И вот это народное движение, оно охватывает гигантские пространства по Дону, да, значит, естественно, на границе с Литвой. Этим и воспользовался Лжедмитрий I, который в 1604 году, придя, затем сумел переломить ситуацию в свою пользу и, придя в Москву, был возведен на престол. В Казани в этот период, конечно же, все эти события отслеживают, но пока никак в них не участвуют. В 1605 году, да, он был возведен на престол, в 1606 году его низвергли, и, соответственно, ситуация сложилась так, что он у нас открыл дорогу для Василия Шуйского. И вот именно в этот период у нас как раз и начинается, да, ситуация под Казанью. Начинается восстание, очень активное, и здесь большую роль играет и татарское население, и, конечно же, чуваши, удмурты. И вот мы видите, да, они, объединившись в 1607 году, да, принимают такие обширные размеры, что направленные на еще один бунтовавший регион, на юг России, да, на Астрахань, войско Шереметьево было вынуждено пойти именно на Казань, потому что страшнее было ее потерять, да, чем, так сказать, Астрахань. И здесь, конечно же, очень жесткая расправа, вы видите, да, под Свияжском. Причем в этот период как раз патриарх Гермоген отправляет митрополиту Ефрему грамоту жесткую, да, с требованием, чтобы он пригрозил анафемой, да, отлучением от церкви свияжцам, если они перейдут на сторону восставших. Свияжск устоял, да, может быть, из-за вот этих угроз. Ну и вот мы видим с вами, какое это сражение под Свияжском прошло, и какая страшная была расправа, побили на голову, да, вы видите. Ох-ох-ох, какие ужасные, да, истории. Топтали их и кололи, что свиней, и трупу их положили на 7 верстах, да, от Свияжска до Московского тракта. Но это не остановило восстание, оно продолжилось, и далее опять собираются довольно мощные силы. И очень важно, да, что участвуют в их составе те люди, которые, как вы видите, у нас, в общем-то, принадлежали к привилегированным сословиям. То есть у нас с вами есть служилые люди и русские, и служилые люди татары, видите по названию, да, у нас Якушка Глядков, Васька Ртищев – это русские служилые люди, да, Брюшейко Еникеев, князь Иванка Смеленев – это татарские служилые люди. И вот они так организуют войска, что у них даже есть набаты, знамена, да, значит, и другие признаки регулярного войска, потому что все это необходимо для того, чтобы организовывать войска и, конечно же, чтобы они синхронно действовали, выступали и отличали противников от себя, да, и, соответственно, действовали по командам. Ну и вот 10 марта происходит такое серьезное сражение. Рядом это место слияния реки Берли со Свиягой. Почему-то вот это поле было удобное, потому что потом, когда значит, будет речь о событиях войны крестьянской, да, и восстания Степана Разина, то там тоже одно из сражений будет именно на этом поле.
недавно проезжала мимо него, ничего такого особенного в нем нет, но почему-то тогда было, почему оно удобное, не знаю почему. Вот. Ну и, соответственно, к сожалению, да, вы понимаете прекрасно, что силы все равно были неравными, выучка войск была разной, да, и, конечно же, были разбиты восставшие, но это не значит, что восстание прекратилось, да, на самом деле оно продолжало вспыхивать. И в этот момент большую роль играет патриарх Гермоген, бывший у нас, как вы помните, да, митрополит Казанский и Свияжский, Ермолай, в приходское время, да, когда он был приходским священником, потому что именно при нем происходит обретение Казанской иконы Божьей Матери в 1579 году. И он после этого уходит в черное духовенство, и даже благодаря ему в Казани начинается книгопечатание. Приезжает сюда Штамба, так тогда называли типографию, типографский станок скорее, да, печатается служба Казанской иконе Божьей Матери в середине 90-х годов 16 века. А потом уже в 1619 году московское разорение, да, так сказать, конечно же, после пожаров Москвы необходима была типография в Москве, и из Казани ее увезут. Ну и вот, собственно, он в этот период пытается удержать страну под единой властью, да, постоянно отправляет призывы по разным городам, в том числе и, конечно же, в Казань, чтобы противостоять власти Лжедмитрия II. Но, конечно же, Лжедмитрий II сотрудничает с поляками, и начинается польская активная интервенция к тому времени. Плюс начинается шведская интервенция, да, и вот в этих условиях, конечно же, у казанцев ситуация довольно сложная, потому что, во-первых, платить налоги казанским воеводам, да, довольно сложно в условиях, когда постоянно восстание вокруг города, да, в этом регионе. Есть возможность не платить, и, конечно же, ей воспользуются. Есть сведения о том, что вот с 1606 по 1609 год практически не собирались налоги. Да? Ну и вот, соответственно, когда Василия Шуйского низвергают в июле 1610 года, а Семибоярщина открывает город и Кремль для поляков, то в Казани совершенно недоумение, да, потому что они могут предпринять. Потому что присылают сюда Милославский, да, приказ, чтобы признать власть королевича Владислава. Но вот в Казани не хотят этого делать, вероятно, и несмотря на то, что в октябре 1611 года Лжедмитрия убивают, Лжедмитрия II, да, извините, октябре 1610 года, да, убивают, в начале января 1611 года в Казани присягают этому уже умершему Лжедмитрию II. Да, то есть ситуация совершенно невероятная. При этом в Казани происходит восстание, часть недовольна этим, видите, да, убивает одного из воевод. Это у нас довольно очень опытный, да, такой государственный деятель, был другом Ивана IV, именно с ним, с Богданом Бельским, Иван IV играл в шахматы, когда он умер, да, последние буквально, так сказать, минуты своей жизни он провел рядом с ним таким образом. Ну и вот, конечно же, Богдан Бельский был опасным противником для и Бориса Годунова, да, и для других, поэтому его вот в 1606 году отослали в Казань. И вот они с Морозовым, которым над ним поставлен более старшим, хотя он менее родовитый, да, Морозов, и вот Богдан Бельский, вот они правят в Казани, да, и вот именно при них происходит вот такая коллизия. Они присягают Лжедмитрию II, уже умершему до этого, да, за 3 месяца, начинается восстание, Богдана Бельского убивают несколько знатных казанцев, в том числе Людкина, да, одного из самых родовитых дворян. И, конечно, если будете в Москве, в Государственном историческом музее, обратите внимание, там висит портрет
прям огромный, да, во весь рост, и одного из его потомков, Людкина, да, который был написан во второй половине 17 века. Очень мало вообще сохранилось таких не столичного, да, так сказать, дворянина портретов. А вот у такого богатого рода, как у Людкиных, да, такой вот портрет сохранился. И это, конечно, еще чудо, что сохранился, да, и сейчас хранится. И сейчас есть, так сказать, возможность его увидеть в одном из главных музеев страны. Ну и вот, собственно, что делать Морозову, да, то есть, ну, это вот тот самый Лжедмитрий, к которому, значит, они присягнули, да, и вот что делать Морозову. Он остается один воеводой, да, и постоянно получает призывы, чтобы обязательно, значит, его просят, да, прям чуть не требуют поддержать ополчение, которое собирается для того, чтобы изгнать поляков из Москвы как можно скорее. Ополчение очень разнородное, да, там, значит, казаки, значит, опять же, дворянство, да, так сказать, мелкопоместное. И, в общем, конечно, силы не очень едины. Но все-таки Морозов, поддавшись, да, на эти призывы, собирает значительную часть гарнизона и уходит. И вот по разным версиям, но все-таки большинство считает, что с собой забирают они Казанскую икону Божией Матери, да, чудотворную икону. И когда они приходят, а идут довольно долго, видимо, много восстаний, да, и, так сказать, они не уверены, правильно ли они идут, может быть, да, тут как бы сложно все. Они доходят к июню, в тот момент, когда в этом войске, ни много ни мало, представьте себе, да, додумываются до еще более крамольной мысли о том, кого призвать на царство. Как я вам уже говорила, да, при Лжедмитрии II, который стоял в Тушине под Москвой, додумались, что надо призвать, и потом, как я уже говорила, Милославский об этом написал в Казани, что нужно призвать польского королевича Владислава на Казанский престол, прошу прощения, на Московский престол, а эти додумывают, что давайте-ка в противовес полякам пригласим шведского королевича, да, еще, так сказать, лучше. Ситуация, в общем, совершенно, как бы, да, мы понимаем с вами, ну, ни в какие ворота, если говорить простым языком, да, то есть уже просто нет никакого выхода, как будто бы, да, у России, если только лишь вот обязательно приглашать иностранца и, соответственно, таким образом вообще-то оказываться в довольно сильной зависимости от соседних государств. Конечно, когда вот предлагалось польского королевича возвести на престол, да, то говорилось о том, что будут польскому королевичу, да, значит, выдвинуты многочисленные, значит, условия, что он у нас должен будет принять православие, да, принять многие-многие, значит, все правила, которые присутствуют в Москве. Но это, конечно же, никто не собирался в Варшаве делать. И когда польское посольство, да, из Москвы поехало в Варшаву договариваться, так называемое Великое посольство, да, вот, то их очень скоро, как раз вот в это время, в июне 1611 года, тут же арестовывают, да, и они в Варшаве уже не переговорщики, а они фактически заложники. И останутся там до 1618 года, да, то есть чуть не 10 лет, да, они будут там сидеть, а, соответственно, и в том числе патриарх Филарет, да, а в это время у России, конечно же, еще и таким образом, да, полная утрата контроля со стороны правительства, потому что значительная часть правительства, тех людей, которые знали, как управлять страной, они уехали в Варшаву, да, они сидят там в тюрьме. Ну, почти в тюрьме, да, то есть, конечно же, там не было, так сказать, подземелий каких-то страшных, да, или еще что-то, но они были ограничены в правах, и, собственно, никаких переговоров с ними никто не проводил. И что происходит дальше, да? Убивают, погибает, да, ну, при выясненных обстоятельствах, видимо, как, так сказать, какой-то заказ был от поляков, да, убивают, значит, Прокофьева Липунова, более или менее, так сказать, авторитетного командующего этого первого ополчения, и
Вот совершенно непонятно, да, что делать этому ополчению, потому что казачество противостоит, значит, дворянской части войска, и объединиться и дойти до Москвы, чтобы освободить ее от поляков, у этого войска не получается, да, то есть оно больше занимается своими противоречиями. То есть кажется, что все, страна исчезла, да, то есть она неуправляема, да, то есть вообще, так сказать, никакого пути дальше нет. В Казани все это время у нас остается глава администрации в нашем понимании, да, то есть руководитель аппарата, по-разному можно сказать, Никанор Шульгин, дьяк, как бы третье лицо в городе. И вот он, видя вот все это, вероятно, начинает вести самостоятельную политику, абсолютно не собираясь, да, соотносить свои действия с Москвой или с кем-либо-то еще. То есть складывается такая вот обособленная территория, да, обособленный регион. И боярин Морозов все это время, да, в ополчении, не возвращается в Казань, вот как неудивительно, да, а продолжает оставаться, да, объединяющий всю страну только лишь призыв патриарха Гермогена, который в это время находится в заточении в Троице-Сергиевом монастыре, да, почему я о нем и говорила. И вот посмотрите, да, эти монахи, которые были отправлены с этим призывом сохранять страну, сохранять веру от Гермогена, пришли и в Нижний Новгород, и как раз под влиянием этого призыва, который читался все время с Амвона, Кузьма Минин и вышел, да, в сентябре 1611 года на Нижегородский торг и призвал созвать второе народное ополчение. В Казань такой же монах был направлен, его звали Филарет, не путайте с патриархом Филаретом. Но он здесь не получил возможности читать, да, ему это не дали. И он остался чернецом в Спасо-Преображенском монастыре, потом считал, что он прямо вот страшно виноват, что он не донес этот, значит, призыв до казанцев. И во искупление этого греха потом уйдет, значит, в скит на берегу Раивского озера, и потом из этого скита появится Раивский монастырь. Да, вот такая как бы история взаимосвязи со смутным временем. И, как я уже сказала, Казань вообще никак не реагирует на то, что собирается ополчение. То есть командующий, да, ополчением с военной точки зрения, ну и самый авторитетный, князь Дмитрий Пожарский, хотя он довольно худородный, да, но вот у него есть авторитет, и вот он отправляет Никанору Шульгину несколько грамот, да, где Шульгина называет господином, да, называет, так сказать, практически признавая его превосходство над своим статусом. Но это никак не влияет, да, то есть Шульгин никак не поддерживает это ополчение. Но в этом ополчении, как я уже сказала, да, в первом остается Морозов с казанцами, да, они дожидаются, пока придет второе ополчение, и, соответственно, уже это второе ополчение осенью 1612 года начинает приступ Москвы, приступ Московского Кремля, и, как мы знаем с вами, 4 ноября, День народного единства и согласия, у нас не случайно, да, а потому что именно считается, что пришедшие, да, казанцы с иконой как раз и привели к тому, что Казанская икона отворила ворота Московского Кремля, и таким образом поляки были изгнаны. Поэтому, собственно, кроме дня обретения Казанской иконы Божьей Матери 21 июля, празднуется осенняя, да, Казанская, как ее называют, да, то есть тот день, когда с этой иконой были изгнаны поляки. Мы с вами знаем, да, что у нас разные были календари. Тогда это был юлианский календарь, сейчас это григорианский календарь. И разница между ними для 16-17 века 11 дней. Да, поэтому 4 ноября, да, это по современному календарю. А, соответственно, почему я говорю октябрь, да, то есть мы отсчитываем с вами назад 11 дней, и получается у нас как раз та дата, когда с помощью Казанской иконы Божьей Матери происходит вот освобождение Москвы от поляков. Сразу же для Казанской иконы, значит, предполагается поставить храм, и не где-нибудь, да, а на Красной площади. Я в этом смысле очень люблю москвичам об этом напоминать, что вообще-то все украшения
почти все украшения Красной площади связаны с Казанью. Ну, храм, значит, Покрова на рву, да, или Василия Блаженного в честь завоевания Казани, храм Казанской иконы Божьей Матери и даже мавзолей. Как вы понимаете, Ленин у нас пришел в революцию из Казани, да? Поэтому, собственно, без Казани Красную площадь неизвестно, чем бы можно было бы украсить. Да? Вот так. Главную площадь страны. Ну и вот, соответственно, что же происходит, да? Что же у нас, какое влияние это оказывает на Казань? Никакого. Шульгину это как бы все равно. При этом по всей стране впервые, да, действительно истинно народный собирается Земский собор, но не случайно, я вам уже сказала, да, значительная часть знати у нас находится в посольстве в пленении, да, в Варшаве. И, соответственно, у нас получается какая история, да, то есть наконец-то впервые на собор даже избирают крестьян. Ну, правда, всего лишь 2. Не крепостных, конечно, черносошных, но сам факт того, что судьбу страны будут решать даже податные сословия, даже крестьяне, это, конечно же, очень важный факт. И вот от Казани в состав этого Земского собора входят именно те служилые люди, которые были еще ушли с Морозовым в первое ополчение, второе ополчение. В Казани никто про это, так сказать, ну, может, и знает, да, но никто вообще никак на это не реагирует. И в феврале 1613 года избирают на царство Михаила Федоровича Романова. Как я уже говорила, он довольно близок к династии Рюриковичей по женской линии. Кроме того, он у нас молодой, 16 ему лет, да, и надеются, что он к этому времени научится, но еще это важный посыл вот этим варшавским, так сказать, плененным, да, патриарху Филарету. Ни о каких других царях не договаривайся, никаких королевичей Владиславов нам не надо, мы твоего сына сажаем на престол, да, может быть, ты уж ради него хотя бы прекратишь там интриговать, да, в Варшаве и перестанешь, значит, приглашать этого королевича Владислава. Потому что, конечно же, это такой вот прямой посыл, да, ему. Ну и, соответственно, у нас должны приносить присягу, да, новому, значит, царю, государю, великому князю, выбранной всей землей, как тогда говорили, то есть Земский собор как бы представляет всю землю. Ну, в Казани нет никакой присяги. Узнав об этом, Морозов тот же самый, да, значит, от Земского собора отправляется в Казань наводить порядок. И вот уже когда по мере приближения этих вооруженных сил довольно серьезных на подходе, да, Шульгин об этом узнает, вот он скачет навстречу, якобы, значит, да, встречая и собираясь принести клятву, значит, Михаилу Федоровичу. Ну, понятное дело, что его арестовывают, до суда он, в общем-то, был, то ли дожил, то ли, так сказать, сразу же после суда его, значит, умертвили, да, то есть такому товарищу, у которого, в общем, была надежда на то, что он станет самостоятельным правителем, да, на огромной территории и, так сказать, отделится от Москвы, в общем-то, конечно, в будущем московском государстве речи не шла. Изгнать поляков из Москвы – это одно, но огромные территории были под интервенцией, да, так сказать, во власти поляков и шведов. И вот до 1619 года идут постоянно от имени Земского собора довольно крупные, значит, налоги. Очень часто объявлялась пятина, представьте себе, да, 1/5 часть дохода нужно отдать. Это, конечно же, было очень-очень много. И пока это было авторитетом Пожарского, да, значит, авторитетом, значит, вот этого первого ополчения, второго ополчения Земского собора, да, то, в общем, худо-бедно налоги собирались, худо-бедно ратные люди шли, да, для того, чтобы, значит, в войска. Но вот в 1615 году очередной, да, такой вот крупный налог, он, в общем, в Казани, да, в Казанском уезде вызвал довольно серьезный протест. Собравшиеся, да, так сказать, призванные ратные люди пошли, значит, под Москву, да, и должны были выступать против Лисовского, войск Лисовского. Их командующий Дмитрий Пожарский тяжело заболел и не смог ими командовать. И вот в этих условиях,
что у нас происходит, да? У нас казанское войско уходит, да, уходит, значит, от своих обязанностей, да, возвращается в Казань и возглавляет восстание один из служилых людей, Еналей Янмаметьев, ну, по-разному его называли, да, то есть Елмаметьев, да, Еммаметьев, по-разному. Вот. И, соответственно, начинается так называемое Еналеевское восстание. И ни много, так сказать, ни мало. Есть сведения, правда, только в одном источнике, в Пермском летописце, что это Еналеевское восстание даже берет в осаду Казань. То есть это такие сильные войска, да, то есть, которые осмеливаются осадить Казань. Но, конечно же, это, в общем-то, никто бы не допустил, да, это крупный, конечно же, и гарнизон, и крупный военный центр, и, соответственно, восстание подавляется, да, но вот почти год, да, оно, в общем-то, да, тут определяет политику, определяет ситуацию в регионе, потому что кроме Казани они осаждают еще несколько городов по верховьях Камы, ну, не верховьях, так сказать, довольно в среднем течении, да, то есть это Оса и другие в предгорьях Урала, да, Уральских гор. То есть, в общем, они обладают достаточными силами и, соответственно, пытаются контролировать весь регион. При этом для расследования всего этого восстания сюда приезжает московская делегация во главе с Кузьмой Мининым. Да, в общем, довольно жестко они, так сказать, расправляются. Может быть, так сказать, там были подозрения из-за, так сказать, шульгинского еще, да, вот этого отзвука, так сказать, попыток отделения от Москвы. Но Еналея, да, казнят. При этом, к счастью, да, его дети не погибли, двое старших были высланы, видимо, они тоже участвовали в восстании, а двое младших остались еще, да, так сказать, несовершеннолетними, их, так сказать, не затронуло это, так они потом, через несколько лет, осмелившись, значит, стали требовать, чтобы им дали земли отца, и действительно добились части, значит, его прежних земель. Если вы думаете, что все еще с Казанью уже все, на самом деле это не так, это удивительно, потому что в это время один из казанцев, ни много ни мало, ведет переговоры от лица России с шахом Аббасом. Ну, это невероятное время, да, конечно же. Вы помните, я вам говорила про Якушку Глядкова, да, который у нас был в войске. Так вот, значит, он у нас сбежал, присоединился ко второму Лжедмитрию, затем сопровождал Марину Мнишек. Она у нас, как вы помните, да, была той, которая вышла замуж за Лжедмитрия I, потом признала Лжедмитрия II, потом признала Лжедмитрия III, значит, от него родила ребенка, да, значит, и то ли с Лжедмитрием IV, то ли без него бежала, да, вот в низовье Волги, потому что надеялась, что там, так сказать, всегда восставшие ее поддержат, да, а потом, собственно, когда ситуация уже переломилась, никаких, так сказать, надежд на то, что она сможет занять престол вместе со своим ребенком, да, значит, не осталось. Вот она бежит к шаху персидскому. Якушка Глядков все время ее сопровождает, ни много ни мало, да, значит, ведет переговоры. И когда уже становится ясно, да, что власть устойчива в Москве, да, что Михаил Федорович Романов, значит, на престоле, и никто его не свергнет, приезжают переговорщики уже от него, и шах Аббас перед ними выговаривает свободу Якушки Глядкову. Ни много ни мало, представьте себе, да, то есть его никак, значит, да, не наказывают за такие, так сказать, самовольные действия, за то, что он поддерживает, значит, Марину Мнишек. Он возвращается в Казань и продолжает в ней служить. Вот такая, как бы, удивительная коллизия, да. Как у нас, конечно же, казанцы участвовали в смутном времени, какую сыграли роль.